На улице Интернациональной слышны странные гудки. Они доносятся из пожарной части. Звуковые сигналы говорят, у пожарных пересменка. Каждое утро 7 пожарных переступают через порог этого здания. 22-я часть отвечает за центральную и новую части города, а также дачные массивы. Я живу здорово. Ритуал повторяется каждое утро. По одну руку от начальника части Сергея Андреева стоит вчерашняя смена, по другую – сегодняшняя. 8 часов утра – развод. Нужно осмотреть все – оборудование, технику, территорию. Первым делом – воздушные баллоны. Мы можем сделать, если старший мастер ГСДС, вам может показать это дело. У нас здесь есть база ГСДС гарнизонная. Где-то здесь? Здесь, в этой части нашей. Пойдемте, я вам покажу. Пойдемте. ГДЗС – это газодымозащитная служба. Гарнизонная, значит, единственная в городе. Сюда привозят пробы воздуха соседних районов – Троицко-Печорска и Вуктыла. Мастер ГДЗС Александр Белоцкий. Больше 15 лет. Он отвечает не только за свою жизнь. Воздух в баллонах предназначен для всех ухтинских и сосногорских пожарных. 160 баллонов. Каждый надо проверить. На пожаре цена ошибки – жизнь. Вот, у нас покажет 240. Нам до 300 нам накачивать еще 60 атмосфер. 300 атмосфер здесь. А воздух, получается, откуда берется? Ну вот как… Как закачивается? Да. Вот. Вот здесь есть фильтр входной. Вот фильтр. Вот он идет отсюда, закачивает фильтр. Ага. И пошло по ступеням, начинает закачивать. Каждый заступивший пожарный начинает смену одинаково. Проверка обмундирования, затем короткое испытание дыхательного аппарата «Омега». Командир отделения Степан Аксютенков давно заучил движение до автоматизма. Однако сегодня нужно не просто все повторить, но объяснить последовательность гражданским. На камеру волнуется, но это мелочи. Бывало и хуже. Накачиваем, закрываем. В течение минуты. Так же там. Не должно вообще. Да, это здесь мы высосали воздух, правильно? Со всех вот, что на шланге, что они у нас целые, все шланги, никаких утечек нет. Второй важный пункт утреннего ритуала – проверка машин. ГСМ, радиаторы и рукава для тушения – все в норме. Начальники караула озвучивают сводку прошедшей смены. Сколько вызовов, где и что горело, нет ли пострадавших. Все под личную роспись. Впрочем, за 24 часа на смене начкар ставит порядка полусотни подписей под разными документами. И это хорошо, если день был спокойным. Например, как вчера. Вчера было 7 выездов на пожар, 5 из них ложные. 5 ложные, 1 пригорание пищи. Но это все в основном после обеда началось, когда детишки пришли со школы. Сегодня в привычный распорядок вмешались гражданские. Я зритель, но хочу отправиться на выезд вместе с расчетом. Значит, не обойтись без спецодежды. Наряд защищает от высоких температур и воды. Особая ткань даже не горит. Обязательно пояс с топориком. Общий вес экипировки 10 килограммов. Меня учат, как бы это странно ни звучало, правильно одеваться. Куртка сложена особым образом, ботинки с комбинезоном лежат на полу, чтобы в это можно было в прямом смысле запрыгнуть. Куртку хлоп, сразу переворачиваешься, села, ремень хлоп и только каску осталось. Вся операция должна занимать не более 27 секунд. Я первый раз теряюсь и путаюсь. Размер явно не мой. Впереди дежурные сутки. Есть время наловчиться. А пока пора на учебу. Обычные парты, только вместо школьников – взрослые мужчины. Учитель – начальник караула Виталий Закусов. Сегодня по плану тема 4 – спасение человека. После 2 исписанных листов начкара вызывают по громкой связи. Мы, как заправские школьники, начинаем болтать. Почему пожарные не любят, когда их называют пожарниками? Пожарник это тот, кто поджигает. Да, А пожарный это тот, кто тушит. Как и не сложно вот жить в таком распорядке? Раз в 3 дня. На работу раз в 3 дня. Не, ну раз в 2 дня, 2 раз в 3 дня. Привыкаешь просто. Привыкаешь быстро. Все это люди, есть, которые работают. Я вот не представляю, как 8 часов каждый день работать. Практически в армии-то все служили и... Не практически. У вас же, да, основное. Ну да. То есть и все уже привыкли к этому образу жизни.
Перерыв на чай. На кухне множество руководств к эксплуатации электроприборов. Пожарные дотошно все выполняют. Вплоть до необычной рекомендации мыть руки с мылом перед тем, как касаться микроволновки. Вроде ерунда, но пожарные немного суеверны. Сейчас он поест, пойдет работать. Нет, в нашем случае, надеюсь, тушит. Нет. Не говорите такие вещи. Допить чай мы не успеваем, пожарные говорят, сглазило. Впервые вижу, чтобы люди так быстро бросили какое-то дело. 10 секунд, и все уже одеваются. Мой первый вызов. Интер 50. Горит трава. Начкар по рации сообщает, площадь 40 квадратов, потушим подручными средствами. Пожар на 5 минут, обратно в часть. И всегда так быстро тушится? Ну это маленький. 212, повторите информацию, связь прерывается. И тогда обычно наряд еще какой-то вызывается, нет? Нет, сами. Воду попадаем. Воду, если бы, да, было бы. Площадь большая. Как Начкар прикажет. Он как главный командор. Все подчиняются ему. Тревога позади, впереди техобслуживание машин. А я хочу узнать об этом побольше. В части 16 автомобилей. Все должны проходить ежемесячное ТО. По нормам на одну единицу техники 2 дня. Все нужно проверить и помыть. Эта машина ездит всегда в паре, короче, с другой машиной, с рукавным автомобилем. 2 километра рукавов. В этой? Нет, это насосная. А то есть она устанавливается... насос, очень мощный. Она устанавливается на водоем, на речку, на озеро, на какое-нибудь. То есть... Вот это, смотри, он подсоединяется сюда, сетка на нее, и засасывается вода через насос. На обед не успеваем, снова горит. Огонь у школы номер 20, пытаемся подъехать. Оказывается, это непросто. Да вот красная стоит, прошли бы. Машины ставят как хотим. А часто время вот так машины крадут? Конечно, постоянно. Не забудьте сказать, чтобы они, люди были ответственны, парковали свои автомобили так, чтобы не мешать проезду спецслужбам. Так, Виталь, смотри там. Давай я лучше выйду. Да не, проезжай, нормально. Давай. Без ДТП обошлось только благодаря виртуозной работе водителя Сергея Асанова. Возгорание между школой и рекой, трава, площадь 60 квадратов. До прибытия пожарного расчета огонь пытались сдерживать сотрудники учебного заведения и дети. Меньше 2 минут, все потушено, пострадавших нет. Снова домой. Вот это называется ТДК, теплодымокамера. Там мы проводим занятия по ГДЗС. Короче, туда пускается театральный дым. Мы в аппаратах со всем обмундированием туда заходим. Там сложная сеть переходов. Должны найти яшку. Это такое. Яшка — это манекен человека. Его вынести, потом найти очаг пожара со стволом, с рукавами. Туда заходим, якобы потушили его и выходим. Сегодня по плану ремонт. Разбираем дымокамеры. Парни убирают лабиринт, складывая деревянные стены в кучу. Света очень мало. Как ориентироваться, когда везде дым, мне и вовсе непонятно. Мы втроем присоединяемся друг к другу. Специальный трос есть. Цепка. И втроем вот так вот. Рукав прокладываем. И вдоль рукава. Ну вообще нужно вдоль несущих стен идти. Ну, есть командир звена, который ведет все звено. И все за ним, но его никто не видит, поэтому все прицеплены друг к другу. Поворот осуществляется всегда через левое плечо. У пожарных гости. Пришли на экскурсию школьники. Детьми занимается руководство. Бойцы снова в дороге. На склоне около 21-й школы горит трава. Самое крупное за сегодня задымление – 150 квадратов. Дышать можно только когда появляется ветер, но именно он разносит пламя. Позже один из бойцов, Денис, признается, одной такой волной ему опалило брови и ресницы. Деревья решили срубать? Да, ну сейчас угольками разгорится.
Приходится развернуть рукава. К отдаленному склону огнеборцы носят воду в ведре. Один из жителей рядом стоящего дома советует оставить огонь как есть. Старая трава выгорит, нет проблем. Как будто дым никому не мешает, как будто пламя никуда не перекинется. Игнорируем. Едем заправляться к гидранту. Однако приходится прерваться. В жилой квартире соседнего дома пожар. Оказалось, банальное пригорание пищи. Дети еще в части. Им показывают, как работает автолестница АЛ-50. Число в названии обозначает длину. Проще говоря, это высота 14 этажей. Школьников, естественно, сюда не пускают. Мне позволяют чуть больше. Возможно, зря. Пока пыталась залезть в люльку, умудрилась набить шишку. Так что высоты я уже не боюсь. Ой, ну тут здорово. Здорово, конечно, страшно, но здорово. Мы еще выдвинулись-то. И коленочки такие сразу. Вообще, лестница предназначена только для тушения и спасения на высоких зданиях. Это как у нас вот 14-этажка. Ленина, вот не помню. Развлечения с лестницы заканчиваются быстро. Опять трава. Опять возле школы, только теперь около 18-й. Возгорание потушено меньше, чем за минуту. Дольше ехали. Когда мы подъехали, горел пешеходник еще. Люди проходили, они даже ускорились освобождать перекресток. И когда мы уже подъехали уходить влево по Ленина, сбоку стартанула машина, вот которую пришлось резко тормознуть. Вечер. Отработка нормативов. 2 пары боец плюс водитель должны размотать рукав. Зачет, если 20 метров растянут за 17 секунд. В полном боевом комплекте. Дыхание через маску и воздушный баллон. Конструкция весит 10 килограммов. Первым стартует Степа. Результат 12,6 секунды. Следом за ним Денис. Выполнение нормативов. Приступить. За шлагбаум! Ни хрена себе, даже Степу сделал. Сделал? А у него просто был этот. Сколько? 10,7. В 10 часов вечера еще один выезд. Местечко Заболотное, район моста за улицей Куратова. От трассы идем пешком. Непроглядная тьма, которую еле пробивает свет от фонарика. Я с трудом успеваю за огнеборцами. При входе в часть несет службу дневальный, остальные могут отдыхать. Это разрешено с 11 часов вечера. Но кто-то заговорился, кто-то фильмов засмотрелся. В общем, последние только сейчас идут спать. В их числе я. До последнего хотела бодрствовать, чтобы не пропустить возможный выезд на пожар. Но усталость берет свое. Глаза просто закрываются. Необычная деталь. Дремлют пожарные в одежде. Единственное, что разрешено, это разуться. Подъем. Водители моют автомобили, личный состав готовится к пересменке, подтягиваются пожарные другого караула. Все повторяется, как и накануне. На планерке отчет о работе. 6 выездов, 5 трава, 1 подгорание пищи. Довольно спокойно. В воздухе уже отзвучал звук странного двойного гудка. Он доносился из здания рядом, пожарной спасательной части номер 22.